В Якутске завершились первые всероссийские соревнования «Путь воина», инициатором которых стал заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента страны в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Отборочный этап проходил в Волгоградской области в конце августа, где по итогам испытаний якутская команда заняла первое место. В финальной части турнира приняли участие 4 команды из Якутии, Волгоградской и Тюменских областей, а также Хабаровского края. Команда та, которая стоит сейчас и выходит в финал, вы доказали себя в Волгограде своей стойкостью, решительностью и выносливостью. И уверен в том, что каждая команда выложится по полной программе и покажет, будет отстаивать интересы своего прекрасного субъекта. Якутия как место проведения первых всероссийских военно-тактических соревнований было выбрано не случайно. Республика славится своей территорией, а также суровым климатом. Участники игр смогли почувствовать на себе изменчивость якутской погоды. Многие ребята приехали из жарких регионов, но для нас вообще вот эта сегодняшняя погода, это вообще тепло. В это время снег должен лежать, да? Вот, а вам повезло, сегодня только плюс 12, плюс 13. Но уверен, что вот наша якутская природа сама по себе очень суровая, но она очень добрая, и она очень любит сильных людей, мужественных людей. Уверен, что вам здесь понравится. Пусть соревнования, которые проходят у подножия священных для нас холмов Чучур-Муран, окрылят вас силой. Испытания для финального этапа были разработаны федеральными экспертами Центра войн. В финале у них будет другая совершенно боевая задача. Они должны будут найти и уничтожить ДРГ противника на площади 25 квадратных километров. Следует отметить, что соревнования проводятся для тех, кто имеет уже определенный уровень в сфере начальной военной подготовки. Это наши курсанты Центра войн, которые прошли обучение по нашим образовательным программам и уже имеют базовые навыки, качественные навыки в области начальной военной подготовки. На протяжении соревнований честь своих субъектов защищали 48 юношей и девушек с 14 до 17 лет. Оценивали навыки юных патриотов 36 сотрудников центрального аппарата Центра войн и 13 филиалов, среди которых и центры, где проходили подготовку участники соревнований. Республика была выбрана субъектом территории, на которой произойдет финал. Финал игр военно-тактической игры «Путь воина», который, наверное, я думаю, сегодня положит начало, во-первых, первой игре на территории Российской Федерации и, соответственно, начина будет дальше расширяться. Это одна из, можно сказать, интересных, уникальных игр, потому что ее программа, она имеет как непосредственно соревновательную историю в физической подготовке, но и также в военной подготовке, поэтому такая вот достаточно интересная игра. Для соревнований был подготовлен полигон, огороженный специальной лентой. Перед участниками стояла задача по уничтожению противника, имея в арсенале крупномасштабную карту, компас, GPS, БПЛА, автомат лазертаг, снайперскую винтовку с прицелом. Все действия были максимально приближены к реальным, что сделало соревнование зрелищным. Общий замысел игры: в 8 утра группа прибывает, получает имущество и выдвигается в исходное положение в противоположные стороны, где получает боевые распоряжения на ведение разведывательно-поисковых действий. В течение светового дня группы организуют разведку, поиск, и победителем считается та команда, которая первая уничтожила всех участников противоборствующей стороны. На полигоне 5 на 5 километров были развернуты боевые действия. В главных ролях курсанты Центра войн из Хабаровского края и Якутии. Их главная цель — обнаружить и обезвредить группу противника в лесном массиве. Ждали, 6 часов лежали, кушали. Потом сказали, если вы сейчас не встанете и не пойдете, то дисквалификация, сказали. Мы пошли, говорили, куда идти примерно. И шли. И вот первое столкновение произошло в болоте. Там пострелялись. Сразу -2 дали. И они закричали что-то, типа обход делаем. А мы услышали это и сказали, круговые обороны заняли и начали обстрелять. Соперники, что говорится, шли вровень, но под конец игры началась настоящая битва за финал. Я был спереди всех, головным надзором был. Я вижу 2 девочек, которые идут спереди с Хабаровского края. Я вот стою, смотрю на них, целюсь, и
они меня не видели. 5 секунд проходит, поближе подходят они. Я начинаю стрелять, вот их обезвредил. Потом вижу, как они прям все в обход идут. Я прям кричу, то, что они в обход идут. Двоих с обхода убил. У них осталось одного, мы думали, там осталось где-то 4 человек, и вот поэтому мы решили обход пойти через болото. Вот. И потом там оказалось последний был. В свою очередь, соперники из Хабаровского края выбрали другую тактику. У нас изначально была тактика выдвинуться на первую точку, которая была поставлена в боевом распоряжении, там провести разведпоисковые мероприятия и дальше выдвинуться на точку, которую мы сами определили, которая будет у нас для поиска противника, а также возможной засады на противника по его маршруту следования. Однако до второй точки мы не успели дойти. Поступила информация о обнаружении противника в другом квадрате, и мы выдвинулись туда, где приняли бой с противником. Первый полуфинал выдался по-настоящему жарким. В общей сложности игра длилась 9 часов. За время ни у кого из участников не появилось мысли сдаться. Несмотря на всю сложность ситуации, которая стала разворачиваться за час до окончания этапа, команда «Амурские войны» продолжала сражаться. По итогам игры у боттеров осталось живых 5 участников, в то время как у соперников целыми остался только командир. Мы вышли из густого леса, густой лес. Как только у нас вышли, группа там колонна двигалась, как только вышли, нас сразу, один у нас погиб, группа начала действовать. В итоге группу все перебили по группам. Команде соперника хочу передать большую благодарность за игру, свое уважение, извинения за то, что я как-то не так, может, себя повел, то, что я, может, у одного лежал. Всем большое спасибо. Воспитание патриотизма и развитие навыков в области военной подготовки – вот главная цель военно-тактических соревнований «Путь воина». Инициатором проекта выступил полпред президента страны Юрий Трутнев. Само соревнование «Путь воина» проводится Федеральным центром войн и Федерацией боевого снайпинга России. Новое – это хорошо забытое старое, потому что в нашей стране таких игр было очень много в советский период. Но после распада все сошло к минимуму. Но сейчас очень отрадно, что идет возрождение вот таких традиций наших отцов, дедов, прадедов. И, будем смотреть, болеть за наших. Кто победит, тот достоин высокого звания победителя. На пути к финалу отряд «Ботур» в 1-2 вырвали победу у представителей Хабаровского края, а команда «Соболь» в своем полуфинале одолела соперников из Волгоградской области. Первый бой, тот раз, когда состоялся, мы были конкретно посмотрели, свои ошибки устранили, чем надо работать. И ребята, то, что сейчас, когда вчера совещание проводили, разговаривали, ребята очень серьезно, они взялись. Все команды прошли серьезную подготовку в своих центрах войн. После полуфинальных боев члены отрядов совместно со своими инструкторами продолжили усовершенствовать свои навыки. Готовились в центре войн Тюмень. Очень хороший лагерь. Очень сложные подготовки, бегали по 7-8 километров каждый день. Не на такой площади. Непривычно немного есть, погода чуть-чуть холодная. В Тюмени не так холодно. У нас где-то осень, в середине осени. Финальная битва вышла не менее зрелищной. Команды, зная стратегии своего соперника по полуфинальным боям, разрабатывали новые тактики. Мы снизу стартовали. Мы еще дольше шли. Мы, по сути, наверх поднимались. После верха мы шли направо. Лэп переходили опять же. И там же пустили дрон и смотрели по местности, где противник находится. После дроном обнаружили противников. Якутская команда выработала стратегию «разведка боем». Так ботуры отправили 2 участников, что называется, на обмен. После чего, узнав местоположение тюменцев, нанесли решающие удары. Отработали достаточно плохо, несмотря на то, что было слаживание. Действовали все как положено, как было задумано. Это все вылилось в результат, что у противника осталось всего лишь 2 человека в строю. В основном это заслуга, конечно, тех, кто обходил слева, нашего доблестного ДРГ. В общем,
работа на троечку из 10. Несмотря на плохую погоду, сильный ветер и холод, команды вели ожесточенную борьбу. За счет грамотно выстроенной стратегии якутская команда «Ботур» обезвредила отряды противника и стала победителем первых всероссийских военно-тактических соревнований «Путь воина». Команда очень сильная. Командир у них хороший парень был, я его знаю. Остальные очень хорошие тоже. Все грамотно, все тихо делали. И даже за спиной за нас оказались. Мы это вообще не ожидали никак. И сразу 4 забрали. С завершением соревнований ребят поздравил Илдархан Айсен Николаев. Очень рад, что за это время вы подружились, сблизились. И это ведь одна из самых таких основных целей, ради которых эти соревнования Юрием Петровичем Трутневым были придуманы и сейчас реализуются на территории нашей страны. Умение защищать Родину – это очень важно. И вот вы, еще раз говорю, что доказали, что вы являетесь настоящими, истинными потомками тех героев, которые победили фашистов в ходе Великой Отечественной войны. Вы являетесь продолжателем тех славных традиций, которые наши ребята сегодня показывают на специальной военной операции. По итогам 3 соревновательных дней места распределились следующим образом. На 3-м месте расположились команды Волгоградской области и Хабаровского края. Серебро уезжает к ребятам из Тюменской области, а кубок за 1-е место и звание сильнейших курсантов Центра «Воин» досталось якутянам. Конечно, тут проигравших нету, как говорили уже ранее. Ну, мы старались, нам чуть-чуть не хватило дожать. Но 2-е место тоже неплохо. Все-таки подрастающее поколение должно знать, что и как должно происходить. Ну и тут же есть такие некоторые нюансы с зоны специальной военной операции. То есть это та же самая версия, только, можно сказать, юношей. Команды показали выносливость, нестандартное мышление, оперативность принятия решений и, конечно же, слаженность работы. Участники соревнований доказали, что могут с гордостью носить звание курсантов Центра «Воин».